Прогнозы синоптиков подтвердились. Сильные порывы ветра наблюдаются на территории региона. Многие открыли шашлычный сезон. Насколько соблюдаются противопожарные правила, проверили сотрудники МЧС. Первомайские демонстрации, как прошло праздничное шествие в Ленске. Доброе утро! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Прогнозы синоптиков Гидромедцентра Якутии подтвердились. На большей части территории республики сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду в Мирницком и Ленском районах. По данным синоптиков, в Алданском и Нерюнгринском местами пройдет сильный снег. Ожидается порывистый ветер. В Якутске тоже небольшой дождь, снег, температура прогреется до плюс 8 градусов. Из-за непогоды в поселке Светлый Мирнинского района жители в социальных сетях сообщили о перебоях с электроснабжением. Глава поселка Александр Аникин рассказал, что аварийно-восстановительные работы ведутся, свет есть в большинстве домов населенного пункта. Также в Мирном сильные порывы ветра разрушили балкон новостройки. Это удалось записать на камеру местным жителям. На видео остекленение балкона не выдерживает сильного ветра и падает с высотки. Вау. Оба. Все, пошла. К счастью, никто не пострадал. Учитывать неблагополучную ситуацию по лихорадке Эбола в Республике Конго при планировании путешествий просит россиян Роспотребнадзор. По данным Всемирной организации здравоохранения, с августа прошлого года и по апрель 2019 насчитывается более 1300 случаев заболеваний, из которых 1200 подтверждены лабораторно и 800 случаев оказались смертельными. По мнению экспертов, основные причины распространения заболевания – миграция населения и несоблюдение санитарно-гигиенических норм. Болезнь, вызванная вирусом Эбола, острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. На вакцины мирового уровня от гриппа переходят в России. Отечественная разработка безопасного адъютанта полиоксидония не имеет аналогов в мире. Уже более 20 лет используется в производстве. Всего вакцинами с полиоксидонием привито уже более 400 миллионов человек. В начале апреля 2019 года в Шотландии на международной конференции наши эксперты представили историю многолетних исследований российского адъюванта, а также о результатах его применения. Известно, что сегодня только в 6 странах мира имеют собственное производство вакцин. Теперь к ним присоединилась и Россия. Бумажные и электронные полисы ОСАГО уравняли в правах. К тому же теперь, если виновник аварии отказался пройти медицинское освидетельствование, то страховая компания заставит компенсировать страховую выплату пострадавшим. Это новшество вводится поправками в закон об ОСАГО, который подписал президент Владимир Путин. Напомним, что до сих пор регресс страховщики могли предъявлять только нетрезвым водителям, а если виновник в ДТП отказался проходить медосвидетельствование, страховая компания просто возмещала за него причиненный ущерб. Да, такой водитель лишался прав, платил штраф 30 тысяч рублей, но за чужой поврежденный автомобиль он не расплачивался. Теперь ситуация изменится. В Якутии продолжается республиканский пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола». Министерство культуры и духовного развития республики, Якутская и Ленская епархия и Высшая школа музыки Якутии проводят мероприятие вот уже 18-й раз. В рамках фестиваля в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского известная певица, актриса и ведущая выступила с концертом «Музыка нашего кино». Лауреат многочисленных вокальных конкурсов, признанная музыкальной критикой лучшая певица, спела песни всеми любимых фильмов. В сезон шашлыков повышается риск возникновения пожаров. В целях предупреждения чрезвычайных происшествий сотрудники пожарного надзора МЧС и Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии провели совместные рейдовые мероприятия. Евгений Тайтонов продолжит. Майские праздники – время, когда жители повсеместно выходят на природу. Неотъемлемой частью семейных и дружеских вылазок являются шашлыки. Несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности может повлечь за собой лесные пожары. Быстро тушите, или сейчас же составляю административный протокол. Сейчас пожароопасный сезон, период начался же, все сухое. Сейчас ветер будет, потом что будете делать?
Со дня схода снежного покрова разжигание открытого огня запрещено, а это значит запрещено и использование древесины при приготовлении шашлыков. Для предотвращения возникновения лесных пожаров специалисты рекомендуют уголь. Пожароопасный период, просто профилактика, предупреждение, инструктажи, чтобы открытых огней не было, чтобы только на углях. Знаем, что это разрешенное место, да, семейный отдых, просто вот чтобы соблюдали меры пожарной безопасности. И чтобы все хорошо отдыхали. Жителям и гостям столицы республики рекомендовано проводить отдых на местах, специально отведенных для предотвращения лесных пожаров. 25-й километр Покровского тракта – один из 3 таких мест. Здесь одновременно отдыхает более 100 человек. Народ все равно после долгой зимы уходит на природу отдыхать. Но вот соблюдение именно правил пожарной безопасности в лесах. Информацию получает от средствах массовой информации. И сегодня наши силы и задачи вот именно людей провести профилактические мероприятия. В основном они соблюдают. Если нарушают, мы в ходе даем им возможность устранить это. Но, как правило, отдыхающих много, а проверяющих нет. За всеми уследить невозможно. Причиной возгорания могут стать не только шашлыки, но и брошенные окурки. Сухая трава, сильный ветер – все это способствует быстрому распространению пламени. Стоит хотя бы вспомнить ситуацию в Забайкалье. Степные и лесные пожары затронули 17 населенных пунктов, уничтожив практически все на своем пути. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Якутск. Мы продолжаем рассказывать, как в городах республики прошли первомайские демонстрации. О праздничном шествии в Ленске в материале Вячеслава Пилипенко. Праздник весны и труда ленчане всегда встречают в хорошем настроении. Дождливая погода не стала помехой. Более 50 колонн, украшенных российской символикой, транспарантами и шарами, прошли по традиционному маршруту по улице Ленина. Самой массовой из них, как и в прошлые годы, стала колонна «Алмаз-Дуртранса». В ее рядах работники речного порта, автобазы, авторемонтных мастерских и другие трудовые коллективы. Всего 600 человек. К организации подошли со всей серьезностью. Настроение праздничное, несмотря на такую холодную погоду. Но мы позаботились о наших работниках, то есть заказали автобусы для согрева участников демонстрации. Также организовано питание и горячие напитки. Ежегодный конкурс на лучшее оформление колонн подстегивает трудовые коллективы проявить максимум творчества. Вот и в нынешнем шествии участники показали, на что способны. Здесь и боксерский ринг, и статуя рабочей и колхозница, и каратисты. Ленская ПТС отличились огромной гирляндой шаров с аббревиатурой названия своего предприятия. Их колонна и стала лучшей среди производственников. Яркое праздничное действо плавно перетекло в торжественную церемонию поднятия Знамени Победы. Здесь другое настроение. В праздничную программу дня также вошли народные гуляния и концерт. К сожалению, дождь разогнал большинство горожан, но праздник на этом не закончился. Он продолжался в вечернем эфире телеканала «Алмазный край». Сегодня ленчане впервые смогут увидеть первомайскую демонстрацию в полном объеме. На центральной площади сегодня работала мобильная ПТС, которая позволила транслировать праздник. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». В Хангаласском районе школьников обучают азам профессии журналиста. Кружок «Я репортер» начал свою деятельность при Центре дополнительного образования детей. Виолетта Азасимова с подробностями. Журналистика для детей – это отличный источник для целого набора полезных навыков, которые помогут ребенку не только в учебе, но и во взрослой жизни. Умение сопоставлять, анализировать, искать, правильно использовать и увлекательно подавать информацию, смотреть на события с разных точек зрения, общаться с людьми разных возрастов и многое другое. Развитие перечисленных навыков у школьников и их дальнейшая профориентация – эти цели преследует кружок «Я репортер» при Хангаласском центре дополнительного образования детей. Охват учащихся составляет со 2 по 10 класс. Как правило, на занятиях для младших школьников происходит лишь знакомство с профессией журналиста. Дети смотрят мультфильмы, фильмы, работают над развитием речи. Среднее звено. Здесь я составила программу таким образом, чтобы дети обучались играючи. Им очень интересно брать самим интервью, играть в репортеров. Да? Я стараюсь с ними проводить больше практики. Мы посещаем различные мероприятия, культурные, в основном мероприятия, которые проводят школы. Вот, например, юный репортер Фаина Гоголева берет интервью у участника постановки по мотивам произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане».
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Гребнев Данил. Я посещаю этот кружок еще со 2 класса. Несколько моих статей уже вышли в разных газетах. Не знаю, буду ли я журналистом, но это очень интересно. Или Ваня Женных из Покровской средней школы номер 3 готовит материал для школьной газеты о вдове ветерана войны. Я начал ходить на кружок недавно. Мы делаем газету, она называется «Школьные вести». Я недавно брал интервью у директора. Мне кажется, это интересная профессия – журналист. Юные репортеры из Покровска имеют свою официальную страницу в Инстаграме, где выкладывают свои небольшие видеорепортажи. Также уже несколько ребят печатались в районной газете «Хангалас» и даже в республиканской детской газете «Юность Севера». Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Сезон зимних видов спорта для ленских спортсменов завершен. Готовиться к следующим соревнованиям начнут уже сейчас. Как будут тренироваться спортсмены летом и как оценивают итоги сезона, расскажем в сюжете далее. Для ленских спортсменов сезон зимних видов спорта подошел к концу. Он принес немало высоких наград. Отдельного внимания заслуживают итоги лыжного и хоккейного сезонов. Хоккеисты взяли 2-е место на республиканских соревнованиях в Якутске, лыжники завоевали призовые места на всероссийских и республиканских соревнованиях и попали в состав сборной республики. Откатались и отыгрались на высшем уровне. Но зима позади, и настала пора переходить на другие тренировочные программы. Ну, этот сезон, я считаю, одним, наверное, из самых лучших, которые с 2015 года у нас были. Летние тренировки у нас будут проходить в залах, на улице. То есть на улице это легкоатлетическая подготовка, всякие разнообразные акробатика, гимнастика, подвижные игры. С августа месяца уже у нас непосредственно идет подготовка. Начиная с мая спортсменов ждет сдача различных нормативов, затем небольшой отпуск и снова тренировки. Хоккеисты недавно приступили к такой практике, а для лыжников эта схема тренировок привычное дело. По мнению тренеров, ребята могли откатать сезон более успешно. Не на отлично, но на хорошо. Хорошо. Если сравнивать с прошлым годом, мы были 2-е в командой, а нынче как бы немножко пониже 3-е командное место заняли. Ну, лично тоже достижения практически те же, плюс участие в Дети Азии. Кажется, что после напряженного соревновательного сезона можно выдохнуть и немного сбавить темпы. Но расслабляться нельзя. Это понимают и спортсмены, и тренеры. Впереди следующий сезон, от которого болельщики ждут высоких результатов и красивых побед. Оставайтесь с нами.